Ну что, друзья, приветствую всех. Как мы знаем, в эти дни в Российской Федерации проходит масштабное голосование. В следующем 26-м году Центробанк планирует ввести в оборот новые денежные купюры, на которых будут изображены те или иные ведущие символы и достопримечательности различных регионов нашей великой страны. Мы, жители Чеченской Республики, собственно говоря, самым активным образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен наш всеми любимый высотный комплекс Грозный Сити. В данной связи записываю это видео, хочу сообщить и акцентировать внимание на нескольких пунктах всем, кто меня услышит и увидит. В первую очередь хочу отметить, что мы лидируем в этом голосовании в нашем округе за обратную сторону 500-рублевой купюры. Мы занимаем первое место с большим отрывом за то, чтобы был изображен наш проект Грозный Сити. Все жители Чеченской Республики мобилизовались, заняли такую твердую гражданскую позицию, патриотичную позицию и однозначно голосуют на всех платформах за Грозный Сити. Кроме того, призываем всех наших друзей в нашей стране голосовать за Грозный Сити, и таким образом мы далеко вперед вырвались. Но что мы видим в данной связи? Мы видим, как Центробанк, он меняет условия объявленного им же голосования. Мы видим, как не устраивает многих людей динамика участия наших жителей Чеченской Республики, темпу участия жителей Чеченской Республики, не устраивает динамика нашего отрыва, увеличения количества голосов за Грозный Сити, в связи с чем без объяснения каких-либо причин закрываются какие-то платформы. Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через госуслуги, через почту, через Одноклассники, через ВКонтакты. Но сейчас мы видим, как за какие-то из этих платформ они закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской Республики и наших друзей по всей стране, которых мы призвали помочь проголосовать за Грозный Сити. То есть идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед и закрываются какие-то платформы. Дорогие друзья из Центробанка, если вас не устраивает динамика и темпы наших голосов, если вас не устраивает, что мы уходим вперед, безусловно, лидируем в этом голосовании, но вы нам скажите тогда, пожалуйста, дорогие друзья, жители Чеченской Республики, вы сбавьте обороты, мы бы хотели, чтобы здесь какой-то другой вариант вышел вперед, вы нам объясните, тогда мы поговорим. А так, без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам какие-то платформы, где мы набираем обороты, как минимум нечестно и нечистоплотно, и несправедливо перед теми сотни тысяч жителями, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за Грозный Сити. Так что поступайте по справедливости, если вы объявили условия голосования, придерживайтесь этих условий голосования, а не идите на поводу у различных провокаторов, иноагентов и других различной вот этой шушеры провокаторов, либеральных кругов, о которых я чуть позже скажу. Не нужно идти на их поводу, а придерживайте изначально заявленных вами условий голосования. Это обращение к представителям Центробанка, которые не отвечают на тысячи звонков в техслужбу, на горячие телефонные номера от возмущенных жителей Чеченской Республики и не только Чеченской Республики, которые не отвечают, не идут на обратную связь. Это во-первых. Второй момент. Хочу отметить всем, кто меня услышит, что ни один житель Чеченской Республики, он ни в коем случае не голосует против другого символа из других субъектов. Мы ни в коем случае не выступаем против каких бы то ни было достопримечательностей из других регионов. Мы одинаково любим, уважаем и ценим и все регионы, и все народы, и все национальности, и их достопримечательности в нашей великой стране. Одинаково уважаем всех, но в то же время, конечно, мы голосуем за свой проект Грозный Сити. Поэтому это второй момент, на который я бы хотел обратить внимание всех. Мы не выступаем против каких-то символов достопримечательности. Мы голосуем за свой вариант, за наш проект в высотном здании Грозный Сити. Второй момент. Мы считаем, что проект
высотного здания Грозной Сити в центре Грозного является символом современной России. Проект Грозной Сити является символом успеха президента Российской Федерации, который вместе с Ахмад Хаджи Кадыровым, положили конец военным конфликтам на этой территории, построил этот регион заново. Это символ развития, процветания. Проект Грозной Сити – символ того, что мы, жители Чеченской Республики, навсегда в этом правовом поле Российской Федерации. Это символ единства наших народов в России, братских, дружеских отношений между нашими народами. Это символ современной России, проект Грозной Сити. Это я рассказываю, потому что мы наблюдаем, как в интернет-пространстве тот биомусор, о котором мы сказали чуть ранее, они пытаются придать этому голосованию какой-то межнациональный окрас, придать какую-то, приплести какую-то политическую межнациональную составляющую. Ее нет там. Голосуют граждане России из Чеченской Республики, из других регионов. Они подают, транслируют информацию, вот эти вот провокаторы, вот это шушеры, они транслируют информацию для своих интернет-пользователей под таким ракурсом, как якобы, вот как на российских деньгах будут какие-то чеченские там, не знаю, здания. Нет, здесь вопрос не про чеченские, здесь вопрос не про национальность и не про регион. Грозный Сити – это визитная карточка одного из самых красивых городов Российской Федерации. Мы, жители республики, являемся полноправными гражданами Российской Федерации. Россия – это наш общий дом всех национальностей и всех конфессий, проживающих здесь. Мы являемся русскими в том плане, как говорил Петр I, русским является тот, кто любит Россию и защищает Россию. Мы любим свой дом. Нам, как мусульманам, комфортно жить в Российской Федерации. И мы защищаем наше Отечество, доказывая всему миру, что мы ярые, бескомпромиссные защитники нашего Отечества. Поэтому не нужно сейчас пытаться создать какой-то ярлык вот этим вот провокаторам, хотя к ним обращаться у них нет ни чести, ни совести, это бессовестные ублюдки, нет смысла к ним обращаться. Они отрабатывают свой заказ извне. Они пытаются сформировать общественное мнение, которое бы отвечало запросам их хозяев, которые их ведут. Я сейчас обращаюсь не к ним, я обращаюсь к гражданам Российской Федерации. Не идите на поводу вот этих провокаторов. Мы не голосуем против каких-то символов. Мы уважаем и ценим все народы, все символы. Точно так же, как и свои достопримечательности в первую очередь. Мы, как граждане России, голосуем за Грозный Сити и призываем всех наших друзей голосовать. Поэтому, друзья, не давайте создавать им какую-то конфликтную атмосферу. Они пытаются вбить клин между нашими национальностями. Здесь вот якобы чеченцы, здесь русские деньги, чеченские здания. Нет, это граждане России. Грозный Сити – это объект Российской Федерации, новые купюры – это деньги Российской Федерации. И здесь нет вот этой вот подоплеки там, про национальность, про конфессии и так далее. Так что, друзья, не будем давать вводить нас в заблуждение. Мы голосуем за Грозный Сити, призываем всех наших друзей голосовать за Грозный Сити, если организаторы этого голосования в лице Центробанка дадут нам голосовать в рамках объявленных ими же условий этого голосования. Пока что мы видим, нам перекрывают краник здесь, когда мы здесь набираем обороты, здесь нам закрывают, здесь какие-то площадки закрывают. Вы бы хотя бы объявили бы всем этим сотни тысяч голосующим, что мы не хотим, чтобы вы вышли вперед. Тогда, может быть, как-то мы и по-другому поговорили. Ахмад сила, Аллаху Акбар.